13 июля в результате проливных дождей было подтоплено около 50 частных домовладений в центральной части города Гал. Больше всего от стихии пострадали участки, расположенные вдоль русла городской реки. В некоторых местах уровень воды поднимался до 1 метра. По поручению правительства Абхазии ситуация была взята под особый контроль. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Лев Квициния поручил руководителям подразделений задействовать для этого максимальное количество спасателей и спецтехники. Пожарно-спасательная часть города Гал была переведена на усиленный режим дежурства и мониторинга ситуации. Ранним утром 14 июля на помощь галцам прибыли 4 пожарные автоцистерны из Сухума, Гулрывша, Ачамчиры и Ткварчала. Было задействовано более 35 человек личного состава. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния лично руководил работой сотрудников ведомства. Дождь шел всю ночь. Вода оставила после себя толстый слой ила и грязи. Спасатели и пожарные работали на самых проблемных участках. Они помогали местным жителям смывать грязь со дворов и убирать ее лопатами. Постоянно при любом дожде, видимо, вот переходят вот эти канавы большие, и все, затопляет почти половина населения. И постоянно люди страдают, в дома вот так заходит вода. Вся вода, которая с этой улицы идет, вот эта улица Калинина, выходит прямо на Басарье. И полностью первые этажи в основном все затоплены. Они на втором живут, но они не могут фактически ремонт сделать. Потому что невозможно, как дождь, все затопляется. Надо Первый проблему год, не решать. второй год, не третий год, не один раз, брат сдайна, брат сдахам изгула. А не сырты, схара, сырты, не сырты, застаход, шаба, абсолютно способ результат, вот за его застаход, высосатки. Схочим из вилла, ямбом, надо сильно, то ба, призывать спандева, зига, зияманисо. А кому сырки все ходят, соседи видят, что И это никуры не осталось, дальше. ничего не осталось, Керби, как вообще ничего нету. Вот огород как плавает, посмотрите сами. Это ерунда, что сейчас вода открыла, все пустила. Это было где-то сантиметров 60. По словам горожан, подобная ситуация складывается практически ежегодно. Местные жители выразили благодарность сотрудникам МЧС за оказанную помощь и не перестают надеяться на то, что проблемы с ливневками и заторами в реке будут устранены.